Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный татарский хворост. Называется кыштылы. У меня на канале есть такой один рецепт, но очень много было разговоров, что видео очень длинное, поэтому я решила его переснять. Для этого хвороста нам понадобится 3 яйца. Вот 3 яйца. 5 желтков. Как вам показать? Вот 5 желтков. Добавляем пол чайной ложки соли. Соды чуть-чуть, ну где-то 1/3 чайной ложки. Столовую ложку сахара. Все хорошенечко размешиваем. Взбивать не надо. Постепенно будем добавлять просеянную муку. И нужно будет замесить очень мягкое тесто. Вот такое вот очень мягкое, немножко липкое тесто я замесила. Муки у меня ушло 320 грамм. У вас может быть чуть больше или чуть меньше, ориентируйтесь по своей муке. Сейчас я ее накрою крышкой и оставлю отдыхать примерно на 15 минут. Наше тесто отдохнуло. Сейчас поделим ее на 3 части. Две пока уберем, одну будем сейчас раскатывать. Тесто очень-очень мягкое. Если сделать жесткое тесто, то и хворост тоже будет жесткий. Поэтому надо стараться делать мягкое тесто. Сейчас будем его раскатывать тонко. Чем тоньше раскатаем, тем лучше. Тесто я раскатала, толщина примерно 1 миллиметр. Сейчас буду его нарезать. Нарезаем ромбиками. Большие не делайте, потому что они в масле еще увеличиваются. Вот такие ромбики у меня получились. Масло у меня накалилось. Здесь у меня 1 литр растительного масла. Сейчас будем опускать наш хворост. Жарятся они очень-очень быстро.
Уже готово, смотрите. Они уже поджарились. Убираем на дуршлаг, чтобы ушел лишний жир. Вот так, жарим до конца, пока все не пожарим. Наш хворост готов. Смотрите, какой он получился красивый. Подаем его в стеклянной вазе. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Смотрите, сколько хвороста у меня получилось. Очень-очень много. Вы можете делать только половину нормы, если вам так много не надо. Смотрите. Хрустящие, очень-очень вкусные. Попробуйте вы тоже приготовить такой хворост. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.